вышли раздетые. С этой, с первой. 8 сентября? 8 сентября мы выпивали. Где? По какому адресу? Байкала, 25? Байкала, 25. Какая квартира? 12. 12, да? Так, выпивали, сидели со своим другом, да? Знакомый. Знакомый. Да, насколько хорошо знакомый? Ну как по работе вместе. В одном месте работаете, да? Работали. Работали, это где? На базе. Чернышевского. А кем работали? Грузчик. Грузчиком. Он тоже грузчик, да? Так. Сначала 2 водки было у нас. Выпили. Потом я поехал. Потом поехал. Еще 2 купил. Еще 2 купил. Приехал. Одну выпили. И это Ушел домой. В свою квартиру номер Да, 9, да? на, так сказал, что ушел домой. Угу. Мы закрылись. Допили 4-ю бутылку водки. И спать легли. Угу. Ну что, вечером пойти на соль потребление. Угу. Разбудила нас полиция. Полиция разбудила и что говорит? Ничего Что? не сказали. Сразу поехали. Скрутили, вынесли в машину. Загрузили, вывезли. Давали показания, да, там все? Ну, там чисто так оперативно допрашивали. Так, а вы примерно знали, кто живет вот? Что за девочка это? Ее я знаю, она моя соседка. Угу. Она к моей батюшке постоянно заходила играть. А, то есть вы знаете их хорошо, да? Да на детской площадке, потому что постоянно бегали. Так, а вас привезли, вас в полиции держали или отпустили после этого сразу? Нет, нас потом повезли на следственный комитет, потом на экспертизу, Угу. потом обрачный отдел. И на следующий день под вечер отпустили. Под вечер. Отпустили? Часа 4. Часа в 4 в тот же, на следующий день, да? Получается 9-го, да? Да, да. Отпустили, там, просто, потом даже по делу вы просто стали как свидетеля проходить, да? Нет, нам сказали, что Приезжайте, вызовут. Вызовут, да? Да. Так, а есть информация, что был акт, ну, приехали ребята, там вас забрали и избили, да? Да. Но это уже 10-го. А кто приезжал? Мы их не знаем. Я их вообще не знаю. Во сколько приезжали? 8, начало 9 вечера. На следующий, 10 числа, да? Да. А как представились? Сотрудниками полиции. Как они выглядели? Как они выглядели? Мы сидели в комнате, так что я не видел, залетели, не предъявив матери ни удостоверения, ничего. Один прошел, он кричит, вон, типа. И все, как они зашли, сразу давали с собой видеть. Прямо дома у себя, Да, да? в комнате. Никуда не увозили, прямо и сам избили, да? Почему? Они сначала дома избили, потом вытащили и потащили в машину. И в машине стали избивать, да? В машине тоже по дороге, да. Так, и в итоге что они вам сказали? Ну, как, они сказали, вы оправдывались, пытались сказать, что вы не причастны к делу. Ну, да, было, что не причастны, они говорили, вот, типа, признавайтесь, там, что-то такое, вообще в шоке. Вот. Но вы можете заверить, что девочки пальцем не прикасались, да? Нет. Я, да. А вы девочку знаете, вот конкретно вы, ну, в том доме? Я? Да. Я знаю, вот когда узнал, что имя это Злата, вот тогда я понял, что это девочка. А есть информация, что за ним и ранее числились какие-то такие деяния? Что-то было в газете, что-то. Я за это вообще лично не знал. Знал бы я его даже близко к себе не подпустил. Я думал, это просто шутка. Ну, кто-то там, соседи подшучивает, то, что вот, про что вы говорите. Оказывается, видите, это не шутка. А как его зовут? Иван, Иван, да? Он женатый, да? он тоже жил так, как бы, с одной, потом разбежались, потом опять какая-то, опять разошлись. Все, и последнее время. Ну и скажите, пожалуйста, вот, в
сейчас вот скажите, что обращаясь вот к российской публике уже в свою защиту, что-нибудь. Что я скажу? Я лично сам после развода с первой женой дочку с сыном вырастил в одного. Когда дочка пошла в институт, приехал в город, познакомился с молодой девушкой, стали с ней жить вместе. А у меня своя дочка. Ну, она тоже ребенка. Ей 5 лет. Они пачкаются. Вот практически вот недели раньше этого случая у меня родился внук. И вот теперь подумайте, как я могу насиловать вот 4-летнюю девушку, если вот рядом, под боком, молодая девушка, 25-летняя. Я не делал этого. Тем более я даже сильно так не опьянел. Я просто лег спать, чтобы вечером пойти на салют. А вы? Я о чем сказать? Тоже вот тот самый, зачем мне 4-летняя девочка, когда у меня вон подруг целое море. Ну, просто было из версии, что вот вы там не женаты, да? Нет, ну так жили, как там, постоянно. Сошлись, разошлись, ну, неофициально. В тот день я вообще к Ване не заходил к этому. Так вы же сидели, У меня мы сидели, а не у него. Опять же, в СМИ сообщалось о том, что двое свидетелей стали жертвами так называемого самосуда. Можете подтвердить эту информацию? От них поступило заявление об избиении. Сейчас по этим заявлениям проводятся процессуальные проверки. В настоящее время по уголовному делу в порядке статьи 91 ПК Российской Федерации задержан 1 человек, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 2 других проходят как свидетели. В отношении еще 2 человек, с которыми он распивал спиртные напитки незадолго до совершенного преступления, проводятся следственные оперативные мероприятия, направленные на проверку причастности их к совершенному преступлению. Окончательно статус их на данный момент не определен. В ряде электронных СМИ уже прошла информация, не подтвержденная о том, что была экспертиза, которая выявила непричастность 2 свидетелей к преступлению. Вы можете это подтвердить? В первый же день в ходе осмотра места происшествия, а также после доставления вот этих 3 человек в отдел полиции, были изъяты необходимые вещественные доказательства, биологические объекты, по которым назначены необходимые экспертные исследования. После получения результатов экспертных исследований мы сможем дать окончательный ответ о причастности или непричастности подозреваемых в совершении данного преступления. Общественность больше всего возмутил тот факт, что оба подозреваемых, вернее, среди преступников, был задержан только 1 из присутствующих на месте преступления в качестве подозреваемого. 2 других проходят как свидетели. И в течение 2 дней они находились на свободе. Только после того, как общественность возмутилась, их определили там под контроль полиции. Ну, здесь что можно пояснить? Какого-либо влияния общественности на определение статуса этих лиц не осуществлялось. Они в первый же день были доставлены в отдел полиции, с ними проводились необходимые следственные мероприятия, и в настоящее время они находятся под контролем сотрудников органов внутренних дел. Да, я считаю, что в принципе вся эта экспертиза, которая проводится в городе Якутске, да, всегда весьма спорна, весьма сомнительно, потому что, в принципе, я сам как бы в ином случае, когда был пострадавшим, когда меня избили, получается, отправили в реанимацию, сталкивался с тем, что экспертиза, проводимая местными СМЭ, да, бывает достаточно спорной, да, ну, то есть даже фактически фиктивной. То есть я, допустим, в своем случае, когда меня 6 человек отправили в реанимацию, да, нанеся мне черепно-мозговую травму, да, в итоге я оказался, получается, как бы не пострадавшим.
по результатам СМЭ. То есть я писал жалобу в прокуратуру, в Следственный комитет, то есть, ну, это все как бы достаточно прошло безуспешно. То есть те преступники, которые меня отправили благодаря местным экспертам, остались невиновными. И то есть в этом же случае, получается, данные преступники, да, которые издевались над этой девочкой, да, которые насиловали ее, тоже, получается, двое из них сухими выходят из воды, а один остается как бы виновным. То есть со слов соседей, да, которые, в принципе, были в этой квартире после этих событий, насильников все-таки было трое. То бишь, и то, что делает сейчас наша СМЭ, да, и с чем соглашается вот это вот Следственное управление Следственного комитета, да, не совсем верно. Такое поведение наших экспертов, да, будет только нагнетать недовольство нашего населения. А чем вот, что, ну, кто заинтересован в этом, чтобы обвиняемый был только один? В чем логика? Логика? Доказательная база, я думаю, будет проще собрать. Или собирать, получается, чтобы эти люди, получается, которые вроде как нынче сейчас попали еще под программу защиты свидетелей, да, могут дать показания против одного третьего. То есть, допустим, у нас в Якутске недавно, в прошлом году, был тоже случай, да, когда, скажем так, молодого парня убили, выпив кровь, да, вот. Там, получается, один из этих людей, их тоже было трое, тоже, получается, остался невиновным, потому что он пошел свидетелем. То есть, я думаю, так тут логика в том, что проще будет доказать. Угу, понятно. Спасибо. Что мы знаем про этого человека? Это не человек. Он был наркоманом. Это не человек. Употреблял? Это говно. Да, спайс. Это не- Ну как, я не знаю. Курил спайс, да? Я такой не употребляю. Он жил с женщиной, она такое неприхождение такого было. Жил с его девушкой, девочкой, ей Жил? было всего 9 лет. Ну, то есть насиловал тоже ее. Насиловал? Ну, только, видать, она за это, пугала ее, она не могла вот в огласку войти. Угу. Да, потом, да, А вы- до этого он жил, мальчика насиловал, короче. Тоже у него до этого жена была, там, куточка была. Он изнасиловал его мальчика, и они ушли, ну тоже, видать, под страхом как-то там, блин, тоже ушла. Собачку снимаешь. Фу, блин, сука. А вы эту информацию... Вы здесь живете, да? Вы здесь живете, да? Вызывалась полиция, все об этом знала, только ничего в этом. Просто приезжали и сказали, нету убийства, нахуй, нету всего. Вот и все. А откуда он набрался такого, что он насиловал детей? Что? Он, говорят, на зоне сидел, да? Да, он за углом машины какой-то сидел, там машину какую-то, вышел только и начал обратно с наркотиками. Ну, говорят, что стукач там был, я не знаю. Угу. А это Что его отпускали. Да. А вот есть там такой человек, проживает в квартире 12, по-моему, Вова его зовут, да? А, кстати, его подельничек. Отдельник? Ну, как сказали, я не знаю. Сказали, что тоже трусы в крови нашли. А вы знаете вот про этого Вову? Он как? Вот мы сейчас просто ездили, разговаривали с ним. Он говорит, что вообще не причастен к этому никак. А как с первым показал. Ну, а вы знаете историю? Вот он, кто он? Может быть, он чем... Мать его 7 лет поила водкой. Конечно, он неадекватен. Он, возможно, может это было сделать. Ну как, если трусы были, блядь, в крови, как он может быть, нахуй, неадекватен? Как? Вот сам подумай. Как тебя зовут, кстати? Денис. Денис. Серега, Вас как? Серега Серега, да? зовут. Я 14 квартир живу сейчас. Просто, а вот третий еще текут А еще. вот этого я не знаю. Ну я как его увидел, ну ничего не могу сказать. А это, Вова, да? может, да, Вова зовут его, да. Он утверждает, что он вообще лег спать, потом проснулся и этот. А, и трусы в крови оказались. А то, что трусы в крови, это кто сказал? Здесь все сказали. А, да. Здесь Лобал тоже же приезжал. То есть не только у Ивана, но и у Вовы тоже. Да, они все насиловали ее, и я говорю, молотком ударили, как это сказали. Вас как зовут? Николай Бухтер.
Николай Дубцов, да? Николай, вы знаете вот этих ребят, которые живут? Конечно, я этих знаю, этого, которого задержали. Так-то не знаю. Ну, приходит, Иван, ходит. Я даже не знал, что он там. Оказывается, он сидел, что ли. Сидевший ребенок. Сожительница была с ребенком. Потом исчезла. Когда это случилось, задержали его. Оказывается, он там, я вообще не знал. Там маленькая вот Злата к ней пришла. Они вместе постоянно играли. С кем играли? Света его. Вот подружка Златы, да? Да. Света, И, да? и к нам постучалась, короче, и я сказал, что видишь, там жена, все были. Постучалась, покушает, выйдет. Когда я на улице подожди, вышла, и все. По дороге попала, что ли. А что вы знаете об этом Иване? Он... Ну, были случаи, что-то говорил? я сам бывший сотрудник, ну, этот, пенсионер, жена тоже работает в полиции. Нас ненавидели вообще. Так, не разговаривал с нами. Не говорил, да? Да. А именно вот случай, до этого, за что он сидел? Я так не знаю там. А вот, ну, там наркоманом был, что ли. Но насчет этого, что ли, я не знаю. А что-то говорят, были, то есть ранее за ним что-то тоже было такое связанное с расследованием Ну, совершеннолетних? Родственников, что ли, племянников, что-то было, я слыхал. Ну, тогда только мы переезжали сюда, ну, 2 года назад. Когда это случилось, мы вообще в шоке были. Думали, а что-то уйти, что ли. Ну, опасно было вообще. Потом исчез, а потом опять появился, опять, потом исчезает. Вы являетесь соседом? Да, живу, проживаю там с самого детства. Вот вы знаете этого Ивана и Ваню, да, знаю, и Вову знаю. А третьего человека вообще даже не знаю, кто такой, как его старший. зовут. Там, внуки, там. Иван что собой представляет? Он были ли за ним какие-то другие такие деяния замечены? Да, он постоянно с соседями ссоры, драки устраивает, бухает, пьют. Как бы с отцом моим конфликты не бывали там. Вова тоже неблагополучно, короче, семья. Постоянно все пьют. Недавно, не так давно, брата своего среднего подрезал. Вова? Да. Его там чуть ли там не до тюрьмы дошло. Брат у него заявление вроде забрал потом, в конце концов. Иван, да? Ага. Драки это ладно, да? Ну, вот именно в отношении детей, да? Буквально, не могу точно сказать, буквально 2-3 года назад похожая ситуация была. С ним девушка проживала, у нее был брат. И слух пошел то, что как бы он вошел в контакт с этим вот мальчиком. Там как бы милиция приезжала, там разборки были. И, короче, в конце концов узнал, типа они пошутили все это. Кто пошутил? Ну, слух просто кто-то пустил. Ага. А мальчик, это вслух все-таки или это действительно? Я не могу конкретно точно сказать, я не знаю. Как бы, ну, в конце концов, все это нарисовали так, обрисовали, что это типа просто шуткой было. Вся эта ситуация. То есть тут нельзя точно сказать, что Да, это я не могу точно. Ну, слух был, да. А девочка была вот тоже какая-то, 12-летняя, которая вроде как он О, вот это я не могу сказать. раскрывал, не это я знаешь, не да? знаю. Так, что касается Вовы этого, он живет с матерью, по-моему, Да, да? мама, брат, вот которого вот же он на него покушался. Угу. Он Буквально квартира напротив сразу же. квартира... Собутыльники. Постоянно вместе. А за ним не наблюдалось ничего такого за Вовой? По части вот таких... Нет, это я не могу сказать. По крайней мере, я не знаю. То есть он жил один, вернее, был не женатый, сколько примерно лет ему? Да ему лет 28, наверное, 27, где-то в этом Он, районе. он инвалид, да? Да, у него с глазом что-то. По зрению, получается, да? Ага. Так, а Иван, он ранее отбывал наказание по какой? По-моему, кража что-то у него было. Ты говорил, он наркоман, да? Да, и это у них там присутствовало. А что они Буквально 2 недели назад его выпустили. За что? И, ну вот, полгода ему отсидки дали. И вот
2 недели прошло, и вот этот инцидент. Вот По-моему, так, за кражу он сидел. да. Ага. Его там пару лет ему давали, его за хорошее поведение отпустили. А на твой взгляд, все-таки там был? Это он один виноват или Мне кажется, все трое были. все трое, да? Да. А почему у тебя такое убеждение? Ну, во-первых, когда Ваня главарь банды, мне кажется, был, Вова голый был, его выпустили, вытащили его в трусах, его в бабон засовывали, его в трусах, а у третьего на органе кровь была. То есть ты считаешь, что все трое, да? Все трое были. А почему органы так вот только одного задерживают? На это я ничего не могу сказать. Вот такие вот у нас правоохранительные органы. Так, что еще спросить? Кто их побил-то? А кто побил их, кстати? Кто их вытащил? Кто их вытащил на улицу? Кто эти люди? Ну, мне мама говорила, что приехали молодые люди какие-то, представились милицией, вытащили и вывезли их куда-то. То есть- Позже их привезли. А они во дворе их били прямо? Вот это я не могу сказать. По-моему, вывезли их сразу же. Мгм.